Евангелия. Позволим себе прочесть этот текст на русском языке. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стригущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там Его увидите, вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и сей Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». Итак, вот завершается богослужение полуночницы, и сейчас, после того, как будет закончено чтение канона, это канон Великой Субботы, он уже читался на утренне сегодняшнего дня, и вот он вновь повторяется в завершении богослужения Великой Субботы, и в конце этого канона Святая Плащаница, пока лежащая посреди храма, будет внесена в алтарь и возложена на Святой Престол, означая тем самым воскресение Христа из мертвых, так что вот мы уже не видим Его лежащим во гробе. Каждый день Страстной Седмицы именуется великим. Великий понедельник, Великий вторник и так дальше. Почему? Да, эта седмица особая. Особая неделя в церковном году, когда верующие не просто вспоминают, а сопереживают последним дням и часам земной жизни Спасителя. И эти дни настолько возвышены, настолько наполнены особым духовным смыслом, что церковный устав предлагает для них такое именование, именно Великий понедельник, Великий вторник и так далее. В первые 3 дня вспоминаются последние наставления, которые Господь давал своим ученикам накануне своих крестных страданий. Вспоминаются многие притчи, которые Он говорил и апостолам, и другим людям, которые собирались Его послушать. А в Великий четверг вспоминается уже само взятие Его на страдания. Вспоминается Тайная вечеря, после которой вышли апостолы во главе со Христом в Гефсимании, в сад, на ночную молитву, во время которой Христос был предан Иудой, арестован, взят под стражу и предстал перед судом, сначала перед судом Синедриона, иудейскими первосвященниками, а затем перед судом римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Напомним, что события крестных страданий Спасителя совершились во дни празднования Иудейской Пасхи, поэтому этот ветхозаветный праздник по своему происхождению стал наполнен новым смыслом – празднованием Светлого Христового Воскресения. Однако, если мы обратимся к истории праздника, то этот праздник действительно установлен еще в Ветхом Завете, установлен в законе Моисеевом, в воспоминании об исходе народа израильского из рабства египетского. Израильтяне, которые поначалу переселились в Египет, где один из прародителей еврейского народа, Иосиф, сын Иакова по прозвищу Израиль, стал приближенным фараона, стал фактически правителем Египта и в дни голода пригласил своих родственников переселиться в эту землю. Там фараон выделил для них земли, где они размножились и стали большим народом. Но через несколько поколений евреев стали притеснять, стали использовать их труд как труд рабов, так что в конце концов они возопили, и Господь, услышав их скорби и стенания, совершает этот исход. Он изводит свой народ в землю обетованную, делая вождем этого исхода пророка Моисея и его брата Аарона, который стал первосвященником. И вот воспоминание этого чудесного избавления, которое сопровождалось так называемыми 10 казнями египетскими, о которых многие наслышаны, самый страшный и последний из которых было умерщвление первенцев в Египте. Воспоминание этого чудесного избавления, когда ангел, истреблявший первенцев, прошел мимо, был установлен праздник Пасхи, который буквально означает «прохождение мимо». Именно в дни этого праздника состоялось взятие Христа под стражу, его
осуждение на смерть, распятие на кресте, и на следующий день после пасхальной субботы, на заре первого дня недели, того дня, который мы сейчас именуем воскресением, произошло воскресение Христа из мертвых. Существует так называемый пасхальный спор, когда первые древние христиане праздновали Пасху одни вместе с иудеями, а другие на неделю позже. Но потом этот спор как-то разрешился. Да, действительно, первоначально древние христиане еще не отделяли своего празднования от празднования иудейской Пасхи, и логичным казалось воспоминать события воскресения Христова в те же дни, в те же часы, когда иудеи праздновали Пасху, но со временем стала преобладать традиция, что поскольку Спаситель воскрес именно на рассвете воскресного дня, да, то есть на рассвете воскресного дня жены мироносицы обнаружили его гроб опустевшим, то поэтому празднование стало приворачиваться именно к воскресному дню. Поэтому уже достаточно рано возникла традиция празднования Пасхи не просто 14-го Ниссана, ту дату, когда она празднуется по древнееврейскому календарю, а в ближайшее воскресенье после. И со временем эта традиция была закреплена, были установлены четкие критерии для определения даты празднования Пасхи. Это первый воскресный день после весеннего равноденствия, после полнолуния, то есть после весеннего равноденствия 21 марта наступает ближайшее полнолуние, после которого в следующее воскресенье празднуется Пасха. Возможно совпадение с иудейской Пасхой? Всегда христианская Пасха бывает несколько позже Пасхи иудейской, поскольку как раз празднование иудейской Пасхи вот приурочено к середине первого весеннего месяца. И если считать, что весенний месяц Ниссан начинался с новолуния, то, соответственно, полнолуние – это середина этого месяца, как раз это вот то самое 14 Ниссана. А поскольку христианская Пасха празднуется в воскресный день после этого, то она всегда хронологически бывает уже после Пасхи иудейской. Со временем в веках возникли разницы в календарях, возникли разночтения между западной и восточной традициями в определении даты празднования Пасхи, поэтому и сегодня мы видим, как западно-христианский мир, в основном Римо-католическая церковь, многие протестанты празднуют Пасху, определяя ее несколько по другому календарю, и вот как часто это бывает, так и в нынешнем году празднование Пасхи западными христианами состоялось на неделю раньше, нежели празднование Пасхи в православной церкви, и оно в этом случае иногда действительно совпадает с празднованием Пасхи иудейской. Вот мы видим, как завершилось пение канона Великой Субботы, и святая плащаница вносится в алтарь для того, чтобы быть возложена на Святой Престол. Итак, гробница, которая находится посредине храма, отныне опустевшая, так же, как и мы читаем в Евангелии, что ученицы, пришедшие к гробу, обнаружили его уже пустым. У нас это еще продолжается Великая Суббота. Да, это завершаются богослужения Великой Субботы, и уже вот несколько минут отделяют нас до начала празднования Светлого Христового Воскресения. А крестный ход, он относится к субботе или уже к воскресенью? Крестный ход – это фактически, наверное, первое, собственно, пасхальное богослужение, в рамках которого мы вспоминаем и сопереживаем, и соучаствуем в том шествии, которое предпринимали жены мироносицы для того, чтобы помазать тело распятого и погребенного учителя. Понимая, что он был погребен очень спешно, вечером пятницы, субботы, день покоя, когда по иудейскому закону запрещалась любая работа, любая деятельность, они не могли совершить вот этого последнего помазания тела любимого учителя, отложили это на рассвет следующего за субботой дня, и вот когда они пошли к гробу, они обнаружили его опустевшим, а явившийся ангел возвестил им о воскресении Христовом, после чего уже, как мы читали сегодня с вами в Евангелии, им явился уже сам Господь. Вообще суббота, заимствование, опять же, из древнееврейского языка, да, обращает нас к еврейскому слову «шаббат», день покоя, и поистине Великая Суббота – это день особого покоя, великого покоя,
когда сам Господь почил от этого дела искупления человечества. Так же, как когда-то субботний покой был установлен в память о том, что в седьмой день недели Господь почил от дел творения мира, так и здесь при новом творении, как называют его святые отцы церкви, при новом творении, когда Господь воссоздает падшего человека для того, чтобы сделать его наследником вечной жизни, Он совершает вот эти великие труды искупительного подвига, труды крестной жертвы, и в день субботний Он как бы почил на вот этом ложе в гробу. И вот теперь снова начинается новый день, начинающийся с зари нового творения. Итак, звучит заключительная Ексения пасхальной полуночницы, после чего на некоторое время в храме воцарится тишина в ожидании вести о воскресении Христа из мертвых. Мы сейчас в храме не видим иконы воскресения. Ее пока здесь нет. Да, икона воскресения будет участвовать в крестном ходе, и по его завершении уже будет возложена на центральный аналой, на специальный столик, который устанавливается в центре храма, для того, чтобы верующие могли видеть икону праздника, подходить к ней, прикладываться к ней. Да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Напомним, что трансляция богослужений осуществляется из Казанского собора, Казанско-Богородицкого монастыря, столицы Республики Татарстан. Еще молимся за всю братью и за всяких. Воссозданный Казанский собор является замечательным образцом российского классицизма и является возрожденной копией того собора, который был построен на рубеже 18-19 веков на месте обретения чудотворной казанской иконы Божьей Матери по проекту архитектора Ивана II. Мне складывается впечатление, что наш митрополит, наш владыка, просто этот собор как бы вот предпочитает другим соборам и служит здесь чуть ли не каждый день. Действительно, здесь чаще всего совершаются архиерейские богослужения, и за вот этот менее чем год, за эти несколько месяцев, по сути, именно этот собор стал главным кафедральным храмом Татарстанской митрополии. Итак, звучит отпуст полуночницы, отпуст, краткое молитвенное благословение, которое завершает то или иное богослужение в православной церкви. И вот завершается последнее богослужение Великой Субботы. И мы готовимся встретить светлое Христово воскресенье. Вот эта тишина специальная или это просто что-то там готовится? Нет, это действительно очень важный такой момент, на несколько хотя бы минут, когда вот в храме воцаряется такая тишина, напоминающая нам о той вот ночи, когда ученицы пришли к гробу, действительно, они идут в страхе, в трепете, в тишине, не привлекая к себе внимания. Еще в темноте только первые, наверное, лучи зари появляются над горизонтом, и вот тогда они становятся первыми свидетельницами воскресения Христа из мертвых. В храме приглушается свет, как мы видим, да, то есть у нас полное ощущение пасхальной ночи. А в Иерусалиме на этой очень известной Вилла Долороса улице существует 14 остановок вот этого скорбного пути Иисуса Христа, когда Он шел на Голгофу и нес свой крест. Эти остановки символические или их действительно было 14? Эти остановки, они воспроизводятся частично из Священного Писания, частично из предания Церкви. И действительно в Иерусалиме достаточно рано христиане постарались максимально восстановить в памяти, в исторической памяти все те места, которые были связаны с путем страданий Спасителя, с другими событиями его жизни, отметить эти места памятными храмами, часовнями и так далее. Поэтому действительно там это чаще всего не просто символические какие-то места, это места, которые действительно связаны с событиями земной жизни, крестного пути Спасителя, его
смерти на кресте и его воскресения из мертвых. Ну и, конечно, главным духовным центром Иерусалима является храм гроба Господня, то место, на котором, собственно, произошло событие воскресения Христа из мертвых. И о котором сегодня много очень говорили, потому что сегодня опять снизошел благодатный огонь. Да, в связи с этим богослужением получения благодатного огня, как раз, наверное, сегодня очень часто вспоминался этот храм и совершавшееся там богослужение, которое возглавляет Иерусалимский патриарх Феофил. Обратите внимание, вот девушки в красных платках, их тут несколько человек стоят, они поют, но ведь красный цвет сегодня не случайен. Они Да, не случайно в действительно, красном. именно в красных ризах совершаются пасхальные богослужения, и поэтому многие стараются присутствовать за богослужениями, как раз включая в свой гардероб, скажем так, элементы того цвета, в котором совершаются цвета облачений сегодняшнего праздника. Вообще символизм в православном служении играет очень большую роль. Да, действительно, и изобразительный, и музыкальный символизм, то есть очень часто как раз вот в этих деталях кроются какие-то очень такие глубокие, очень высокие смыслы. Красный цвет, красный цвет. Да, Цвет цвет с одной крови, стороны крови, праздника. да, цвет с одной стороны крови, а с другой стороны такой праздничный, яркий, нарядный цвет, да, который совмещает в себе как раз, наверное, вот этот большой парадокс воскресения Христова. Да, с одной стороны крестные страдания, страшная смерть на кресте, и в то же время великая радость воскресения из мертвых и осознание того, что эти крестные страдания – это не просто какое-то бессмысленное мучение, это та искупительная жертва, которая открывает для человека вечную жизнь. Красный цвет – это еще цвет царя, императора, и таким образом Иисус Христос первый Да, человек. прославляется его царственное достоинство, особенно мы помним с вами в византийской традиции, да, когда вот этот красный или пурпурный цвет был исключительно привилегией императорских особ, и даже под страхом строгого наказания запрещалось кому-либо, кроме императоров, носить обувь красного цвета. Да, то есть это вот действительно подчеркиваются вот эти детали такого царственного отношения к воскресшему Христу. Христу как царю всей твари, всего творения. Итак, мы слышим, как сначала тихо из алтаря доносятся пение пасхальной стихиры: «Воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небеси, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе славить». То есть «Воскресение Твое, Христос Спаситель, ангелы воспевают на небесах, и нас на земле удостой, чистым сердцем Тебя прославлять». Сначала тихо, а потом громче и громче раздаются слова этого песнопения, и они открывают с собой пасхальный крестный ход. Именно с пением этой стихиры будет совершено обхождение духовенства и верующих вокруг храма, воспоминание того пути, который прошли жены мироносицы, чтобы подойти к гробу и услышать благую весть о воскресении Христа из мертвых. Важную роль в этом празднике, в пасхальной ночи, занимает еще и символика света, поскольку все-таки мы слышим о том, что свет воссиял на гробе Господнем, вот, явившийся ангел блистал, как молния, как говорят евангелисты. Поэтому во время пасхального богослужения многие верующие стоят с зажженными свечами, а во время крестного хода очень многие стараются идти с такими вот зажженными фонариками, защищая свой огонек от ветра. Это, наверное, очень трогательный момент, когда человек пытается, идя сквозь ветер, сохранить вот это маленькое тоненькое пламя свечи. Это, наверное, очень многое говорит о нашем пути нашей жизни, да, когда мы среди каких-то ветров и бурь пытаемся пройти, сохранив в себе свет веры. Итак, мы видим начало крестного хода, и вот духовенство несет в руках большое богослужебное Евангелие и икону Воскресения Христова. Возглавляет шествие митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. По выходе из храма шествие направляется в левую сторону, то есть вдоль южной стены. Таким образом, шествие идет с запада на восток, именно по южной стороне, то есть таким образом, как бы идя
навстречу движущемуся солнцу. Такова традиция православных крестных ходов, то есть идти против солнца или точнее навстречу солнцу, да, тем самым как бы связывая в данном случае с символикой Христа как солнце правды, то есть навстречу Христу как солнцу, как истинному источнику света. Шествие продолжается с пением стихиры, правда, сейчас для нас ее немножко приглушает колокольный звон, праздничный звон, возвещающий радость светлого Христового воскресения. Обычно крестный ход всегда возглавляет фонарь. И это тоже не случайно. Он как бы освещал выход из гробницы, да, из Да, пещеры. то есть, конечно, как и очень много в православном богослужении, эти элементы, они имеют и практическое значение. Конечно, фонарь впереди, особенно в тех условиях, наверное, когда не было уличного освещения, не было уличных фонарей. Естественно, прямое назначение его было освещать путь для идущих. Но, как и во многом, здесь есть и глубокий символизм. Да? То есть впереди идет свет, и за этим светом мы следуем. Да? То есть вот этот свет, этот фонарь как ангел, который освещает нам путь ко гробу Господню, ко встрече Его воскресения, ко встрече самого Христа, воскресшего из мертвых. Штандарты что обозначают? Вот эти штандарты, или как их называет церковная традиция, хоругви, да, то есть это такие победоносные знамена церкви, которые, как и сравнивая себя с неким воинством, да, воинством, которое ведет битву за правду, за жизнь, за мир, вот как раз это воинство, вооруженное этими победными знаменами, да, хоругвями и святыми крестами. Вот мы видим, как над иконой праздника и над богослужебным Евангелием несут так называемые хоругви. Да, это вот такие опахала на металлических древках, которые тоже, конечно, в древности имели прямое назначение, особенно в жарком южном климате, отгонять насекомых от святынь, но имеют и такое важное символическое, да, значение, то есть как придают торжественность церемониальной процессии, показывают особое уважение, особое благоговение перед теми святынями, над которыми эти опахала простираются. Все-таки каждый раз в каждом храме есть что-то свое. Я вот впервые вижу такие опахала над иконами среди людей. Обычно, если вот особенно на селе, конечно, ничего этого не бывает. Да, естественно, этого нет, это принадлежность архиерейской службы. Только за архиерейской службой так вот используются вот эти хоругви, используются эти репиды. Много народу сегодня. Все-таки мы уже начинаем как-то немножко за эти 2 года отвыкли от того, что люди приходят на такие большие мероприятия, много народу, люди боялись, а сегодня пришли люди. Да, постепенно все возвращается к прежней, наверное, жизни, если так можно сказать, и поэтому людей в храмах прибывает. Отец Антоний, а как вы относитесь к тому, что вот после крестного хода очень многие люди просто уходят? Для них вот главное пройти вот эту дорогу, вот этот путь, и они кажется, что они выполнили свой долг, что ли, там. Ну, тут сложно как-то сформировать отношения. Конечно, с точки зрения полноты празднования, естественно, она невозможна без полноценного участия в богослужении, венчающегося причащением тела и крови Христовых, то, что мы сегодня увидим в конце праздничной божественной литургии. Но, наверное, для тех, кто пока еще считает себя не готовым, не доросшим, может быть, до этого, хотя бы и такое минимальное участие в праздновании лучше, чем никакое. Поэтому, конечно, можно и здесь только поддержать этих людей, ну и пожелать, конечно, в будущем все-таки набраться в себе смелости и решимости стать более полноценным, полнокровным участником праздничных богослужений. Вот вы сейчас сказали поддержать, и, знаете, я вот заметила то, что правильно не осуждать. Да, самое главное не осуждать. Вот накануне как раз празднования Пасхи, да, в дни Страстной Седмицы читались Евангелие, да, повествующее о последних часах жизни Спасителя, в том числе его крестных страданиях. И вот евангелист Лука приводит уникальный сюжет, где один из распятых с Иисусом разбойников, а напомню, что их было 2,
обращается с покаянием к Нему в последние, фактически последние минуты своей жизни, обращается и слышит от Господа слова, что ныне будешь со мной в раю. Поэтому это, конечно, не должно нас сподвигать к такому безразличному отношению, что ну еще успею, конечно, можно и не успеть, да, это сделать, но тем не менее мы не должны превозноситься над теми, кого мы считаем, как бы так, могли бы сказать, не вполне полноценные верующие, что-то они не знают, чего-то они не соблюдают. Это не наше дело судить, наше дело примером своей жизни, своего служения, своей ревности о вере, показать пример, зажечь, может быть, в ком-то вот этот огонек веры, огонек благочестия, а там уж это вопрос личных взаимоотношений человека и Бога. Итак, крестный ход завершился у закрытых врат храма. Да, мы вспоминаем, как мироносицы подошли к гробу, да, переживая о том, что вход в гроб завален большим камнем. Кто отвалит нам камень от двери гроба, вопрошают они, идя в недоумении, но тем не менее мы видим их решимость. Да, с одной стороны, они понимают, что у них не хватит сил его отвалить, тем не менее идут, они не разворачиваются, не уходят обратно. Они идут, и вот их вера, их надежда вознаграждается тем, что они видят и камень уже отваленным, и ангела сидящим на этом камне, и становятся первыми свидетельницами воскресения Христа из мертвых. Слава святей, единосущней и животворящей, и нераздельней Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Итак, возглавляющий богослужение митрополит Кирилл возгласил возглас. Первый возглас утренний, начинается богослужение пасхальный утренний, или как в народе именуют светлое пасхальное заутреннее, и ответом на этот возглас служит первое пение пасхального тропаря. Вот в первый раз мы услышали сейчас пение пасхального тропаря: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущему гробех живот даровав». С этого момента и далее на протяжении 40-дневного празднования Пасхи, я напомню, Пасха празднуется не один день, а 40 дней, вплоть до праздника Вознесения Господня, мы будем по много раз за ежедневным богослужением и за домашней молитвой слышать и произносить этот тропарь. Христос воскрес из мертвых, смертью победив смерть и находящимся в гробах даровав жизнь. Христос воскресе! Так, Христос воскресе, воистину воскресе, древнейшее христианское приветствие в таком кратком, сжатом виде, фактически всего по два слова, содержащее глубину исповедания христианской веры. Веры в то, что умерший за грехи человечества Спаситель воскрес из мертвых, даровав и нам возможность воскреснуть вместе с Ним и иметь жизнь вечную. Христос воскресе! Сей день уже сотвори Господь возврат. Пение пасхального тропаря сейчас перемежается со стихами из 67-го псалма: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его». Христос воскресе! 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 Итак, с пением пасхального тропаря шествие возвращается внутрь храма, открываются его двери, и духовенство и верующие вновь входят в храм для совершения в нем сначала утренней, а затем божественной литургии. Христос воскресе! Христос воскресе!
вот этот переход является, наверное, для тех, кто участвует в ежедневных богослужениях, ну, таким переломным, да, потому что богослужения Страстной Седмицы, они проходят в такой максимальной какой-то тишине, умиротворенности, с немножко такими заунывными песнопениями, если уж так можно выразиться, да, и вот на этом фоне вдруг вот резко такие вот мажорные тона и такие громкие восклицания, конечно, показывают нам тоже вот этот глубокий символизм, да, что от смерти к жизни произошел переход. Итак, началась утренняя, звучит первая Ектения утренняя, мирная или великая Ектения. Напомним, что Ектении – это краткие прошения, которые возглашает диакон, призывая верующих помолиться о тех или иных нуждах своих, мира, церкви. Приглашаемся помолиться Богу в мире, о мире свыше, о спасении душ наших. Возносится молитва о патриархе, о митрополите. О всем прежде и людях, Господу помолимся. Итак, вот теперь мы видим, как репиды склонились над центральной иконой, как раз вот икона Воскресения Христова была возложена на центральный аналой. Также в руках у диаконов мы видим свечи. Свечи празднично украшены венками из цветов, праздничными лентами. Вот, и подьяконы держат такие скрещенные 3 и 2 свечи. Справа и слева от архиерея держатся вот такие подсвечники с 3 и с 2 свечами, соответственно именуемые трикирием и дикирием. 3 свечи символизируют 3 ипостаси божества, Божественную Троицу, 2 скрещенные свечи символизируют 2 природы Иисуса Христа, божественную и человеческую. Кроме того, в отличие от прочих богослужений, за пасхальными используется пасхальный трисвечник. Чаще всего на нем устанавливаются свечи разных цветов, желтая, красная, зеленая. Это особенность пасхального богослужения. Сейчас, по завершении мирной Ектении, зазвучит пасхальный канон. Пение песни канона, прославляющего воскресение Христова, будет сопровождаться кождением храма, молящихся. Пасхальный канон написан в VIII веке преподобным Иоанном Дамаскиным, византийским гимнографом, жившим сначала в Дамаске, который в тот момент был уже частью арабского халифата, затем он был монахом в Палестине. Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Итак, началось пение первой песни пасхального канона «Воскресение день, просветимся люди, Пасха, Господня Пасха, от смерти Бог жизни и от земли к небеси Христос Бог нас приведе, победное поющие». Припевом к тропарям пасхального канона служит все тот же возглас «Христос воскресе из мертвых». Мы видим праздничное украшение храма, видим, как сквозь открытые царские врата видим алтарь, тоже заставленный цветами,
видим богатое убранство храма, много золота, что должно напоминать нам, наверное, не о земной роскоши, а о той славе, к которой призваны праведники в Царстве Небесном. Каждое кождение также сопровождается христосванием, то есть возглашением приветствия «Христос воскресе» и ответом верующих «Воистину воскресе». Христос воскресе! Христос воскресе! Кождение совершается на каждой песне канона, всего песней 8. По традиции обычно, кроме великопостных канонов, пропускается вторая, поэтому вот сейчас прозвучала первая песня, далее будут с 3 по 9 песни канона. Каждая песня канона сопровождается кождением алтаря и верующих. Христос воскресе! Христос воскресе! Так, началась 3-я песня пасхального канона. Я думаю, здесь следует пояснить, иногда поют очень быстро, иногда поют медленно. И это, наверное, тоже есть определенный какой-то символизм какой-то. Как раз великопостные песнопения обычно пелись очень таким медленным, протяжным напевом, призывая нас к такой глубокой сосредоточенности, к осмыслению своей жизни, своих грехов. Но вот сейчас, когда происходит такой вот переход к такому особо праздничному, особенно торжественному, восторженному настроению, то как раз считается уместным такие вот быстрые, несколько веселые, радостные напевы. Так. Завершилось пение 3-й песни канона. В очередной раз звучит Ектения, теперь уже малая Ектения, представляющая собой сокращение великой Ектении. Паки и паки, миром Господа помолимся, то есть снова и снова в мире Господа помолимся. Славную Владычку нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами сей труд друга и живот наш Христу Богу предадим. Особенностью пасхальных богослужений является то, что произношение каждой Ектении диаконом сопровождается тем, что он держит в руке зажженную свечу. Начальное кождение совершил митрополит Кирилл, далее кождение на каждой песне будут совершать сослужащие ему священники. Вот это быстрое хождение, сейчас отец Марк так просто, можно сказать, пробежал по людям. Да, то есть вот такой как раз вот динамизм, да, такая динамика этого праздника, особый такой духовный подъем как раз сопровождается вот этой большей такой резкостью, быстростью в движении. Так, началась 4-я песня канона. Мы видим, достаточно быстро все проходит. Одна песня сменяется другой. И надо обратить внимание, что в основном действие происходит все-таки здесь, прилюдно, при людях, не в алтаре. Да, пасхальное утреннее, здесь вот пасхальное архиерейское утреннее совершается на середине храма, среди молящихся. Затем уже во время совершения литургии духовенство переместится в алтарь к Святому Престолу, на котором будет совершаться таинство Евхаристии. Вот мы видим изблизи репиды, вот эти
праздничные опахала, которые носятся над главными святынями. В руках уходящих священников мы как раз видим вот эти пасхальные три свечники, да, три свечи зеленого, красного, желтого цветов. Такое вот праздничное украшение именно пасхальной службы. Ни за какими другими службами, кроме пасхальных, эти три свечники не используются. Христос воскресе, они произносят ведь не 3 раза, как обычно бывает, да, а гораздо Да, больше. гораздо больше, то есть стараясь как можно больше молящихся охватить вот этими приветствиями. Мы уже говорили, что многократно за этим богослужением звучит пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ». По трижды этот тропарь поется после каждой песни канона. И у нас здесь 2 хора, мужской и женский. Заступи, спасибо, милуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. И святую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Пресвятую Марию, со всеми святыми помянувши сами себе, и трудными живот наш Христу Богу предадим. Христос воскрес! Яко благо человека из Бога и тебе славу отсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Еще в пасхальном богослужении очень много текстов произносится на современном русском языке, а не на церковно-славянском языке. Да, отдельные тексты действительно произносятся, тем более, что, наверное, пасхальное богослужение, как, наверное, никакое другое, привлекает очень много, в том числе и тех людей, кто недостаточно воцерковлен, кто редко бывает в храмах, поэтому некоторые вещи произносятся и на современном русском языке, и на некоторых других языках. В частности, сегодня мы с вами услышим чтение Евангелия на разных языках, но об этом чуть позже мы еще скажем, в чем смысл, в чем символизм этого действия. А как вы лично относитесь к тому, что современный русский язык все больше и больше приходит в церковь? Ну, как и любой язык, то есть в церкви изначально проповедь церкви всегда строилась именно на живых разговорных языках, то есть и апостолы проповедовали, мы с вами даже слышим об этом на страницах Священного Писания, в книге «Деяния апостолов», что одним из даров Святого Духа, сошедшего на апостолов, было дарованием возможности говорить на языках других народов. Да, поэтому, конечно, если бы всегда служба совершалась на том языке, на каком изначально звучало богослужение, то, наверное, никогда бы не было ни развития, ни роста церкви. Поэтому здесь важно соблюсти баланс, с одной стороны, между вековой традицией, с другой стороны, между предназначением церкви нести Слово Христово, нести проповедь о нем всем народам, не превращая церковь в такой заповедник для избранных. А вы не опасаетесь, что церковно-славянский язык вообще уйдет из церкви со временем? Я думаю так, что опасаемся мы или не опасаемся, церковью управляет Господь, если это церковь Христова, и поэтому Он сам управит ее в том направлении, в каком она должна развиваться. Человек очень часто свойственно беспокоиться, печалиться о каких-то вещах, думать, проектировать, планировать какие-то реформы или, наоборот, противодействие каким-то реформам в угоду, скажем так, своим предпочтениям, своему видению того, как ему кажется правильно, но Господь все-таки Управит по-своему. управит, да, к тому, как должно быть, как ему угодно в отношении его церкви. Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Итак, начинается пение уже 6-й песни канона.
Кстати, образ воскресшего Христа здесь мы видим не только на центральном аналое, но и на горнем месте, да, то есть на самой дальней восточной стене алтаря мы видим образ воскресшего Спасителя. Это достаточно поздняя традиция в русской церковной архитектуре, когда горнее место украшается именно этим образом, поскольку все-таки в византийской традиции традиционным было изображение на горнем месте сцены причащения Христом апостолов. Но вот с определенного времени распространяется, все больше ширится и становится особенно популярной как раз в 18-19 веках ко времени, к той эпохе, к которой относится создание вот этого Казанского собора. Как раз поэтому возникает вот эта традиция, вот мы видим, да, сквозь открытые царские врата, там над престолом возвышается образ воскресшего, так парящего в воздухе, вышедшего из гроба Спасителя. Мы уже говорили о том, что на разных языках звучат пасхальные песнопения, отдельные возгласы. Вот сейчас совершающие кождение диаконы совершили Христословие не только на церковнославянском языке «Христос воскресе», но и на греческом языке «Христос анести», «Алифос анести», и на латинском языке «Христос resurrexit», «Vere resurrexit». Напомним, что латинский и греческий языки – это древнейшие языки в христианской церкви, те языки, на которых проповедовали апостолы, но особенно древнегреческий язык. Именно на древнегреческом языке было написано Евангелие, послание апостолов, и именно на этом языке создавалось изначально богослужение православной церкви. Царь мира и спас душ наших, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Звучит кандак Пасхи. Пожалуй, после тропаря кандак – это, наверное, второе наиболее популярное песнопение каждого праздника. Несмотря на то, что во время праздничного богослужения звучит достаточно большой набор песнопений, это и стихиры, седальные различные, но тропарь, кандак, величане – это обычно как бы сердцевина, то есть то, что многие верующие знают наизусть, применительно к каждому празднику. И вот сейчас звучит кандак Пасхи. «Аще во гроб снесшелся бессмертне, но адову разрушился силу, и воскреслся як победитель Христе Божий. К женам мироносицам вещавый радуйтесь, и Твоим апостолам мир даруй, падшим подаяй воскресение». Еще одной особенностью пасхального богослужения является то, что практически все во время пасхального богослужения поется. Если вот за другими богослужениями пение перемежается часто достаточно продолжительным чтением, то за пасхальным богослужением поется почти все. По окончании пасхального кандака и икоса поется еще одно очень узнаваемое песнопение. Это гимн «Воскресение Христово видевшее». Он поется каждую неделю на воскресный утренний, входящий в состав воскресного богослужения, поскольку, конечно, воскресение Христово прославляется в церкви постоянно, а особенно каждый воскресный день, не только в праздник Пасхи. Но в праздник Пасхи оно прославляется совершенно по-особенному. Центрального аналоя мы видим икону Воскресения Христова в окружении других 12 самых главных, так называемых двунадесятых праздников православной церкви. Существует несколько икон воскресения, так ведь? Да, иконография воскресения достаточно богата, но, наверное, можно выделить два основных типа. Один – это более древний тип, более характерный как раз для византийской, древнерусской иконографии, поскольку, как мы уже говорили, само событие воскресения никто не видел, то есть нет свидетелей, то есть как это изобразить. Да? Поэтому
очень часто на иконах изображалось именно не столько само воскресение, сколько, наверное, догматическое содержание этого события, воскресения – это спасение человечества. А спасением человечества стало в том числе и схождение Христа в ад. И вот на иконах воскресения, на древних иконах воскресения мы чаще всего видим Христа, выходящим из ада, поднимающимся, там как бы древо креста положено как лестница, по которой он поднимается из ада и выводит за руки прародителей Адама и Еву, в результате грехопадения которых человечество оказалось в рабстве у дьявола, у греха, у смерти, а вслед за ними из ада выходят и другие ветхозаветные праведники, те, кто ожидали грядущего искупления от Спасителя мира. Со временем, особенно под влиянием западноевропейской живописи, иконографии, распространяется другая концепция воскресения, изображение воскресения Христова. Это вот то, что мы видели как раз здесь, в соборе, на горнем месте. То есть изображение Христа, парящего над гробом, часто с таким древком, со знаменем, то есть как победитель со знаменем он выходит из гроба. У подножия этого гроба часто изображаются стражники, которые вот во время этого землетрясения испугались, пали ниц. Вот они тоже часто изображаются там, внизу, поверженными, лежащими, боящимися поднять глаза и увидеть происходящее. А в рамках пасхального канона продолжается пение уже 7-й песни. А вот появление Спаса Нерукотворного тоже связано ведь с Пасхой, да? Ну, с крестным путем Иисуса Христа, да? Да, действительно, вот эта традиция изображать Спасителя вот на таком полотенце, да, его лик, тоже во многом связано с преданием о том, что во время его крестного пути некая женщина, которую предание именует Вероникой, подала ему плат для того, чтобы он мог утереть вот тот кровавый пот, который стекал с его лица, в результате чего на этом полотнище отпечатался лик Спасителя, именуемый нерукотворным образом, то есть созданный не художником, не руками земного художника, но непосредственно сохранивший подлинный отпечаток лика Спасителя. И сейчас этот плат в храме Петра в Риме, да? Да, считается, что это так. Вот мы видим на голове возглавляющего богослужение митрополита Кирилла митру, также красного цвета, как и все архиерейское облачение, как и все облачения сегодняшнего духовенства. Митра обозначает, с одной стороны, терновый венец Спасителя, с другой стороны, она как бы напоминает нам некую царскую или императорскую корону, то есть говорящую о царственном достоинстве вот христианского священства, как называет его апостол: «Вы царское священство, род избранный». В руках у митрополита архиерейский посох или архиерейский жезл, символ пасторской власти, поскольку первоначально, конечно, любой христианский служитель сравнивался именно с пастырем, то есть с пастухом, который должен пасти своих овец, поэтому используются вот такие жезлы с закругленным навершием, как бы несколько напоминающий такой вот двусторонний крюк, да, которым можно во время того, когда пасутся овцы, их направлять, поправлять, там за шею подтягивать, загонять в загон, например, и так далее. Вот как раз этот символизм присутствует в архиерейских жезлах. Звучит уже 8-я песнь пасхального канона, предпоследняя песня.
вновь и вновь звучит пасхальное приветствие «Христос воскресе!». Обратим внимание, что пасхальное богослужение совершается именно ночью. Все-таки оно напоминает нам именно о той ночи воскресенья, когда ученицы пришли к гробу, обнаружили его опустевшим, и вот эта первая весть от ангела о том, что Христос воскрес из мертвых, прозвучала именно в ночные часы, поэтому по традиции главное пасхальное богослужение совершается именно в ночные часы. Так начинается пение 9-й и последней песни пасхального канона. Напомним, что празднованию Пасхи предшествовал семинедельный Великий пост, основная по продолжительности часть которого, Святая Четыредесятница, это 40-дневный пост, пост аскетический, готовящий верующих к тому, чтобы пройти вместе со Христом его крестный путь. И вот последняя часть Великого поста, Страстная Седмица, завершилась буквально вот несколько минут назад, то есть перед тем, как зазвучали весть о том, что Христос воскрес из мертвых. Когда мы говорили о днях Страстной Седмицы, мы остановились на Великом Четверге, на том дне, когда на Тайной Вечере было установлено таинство Евхаристии, воспоминаемое и вновь переживаемое каждый раз при совершении Божественной литургии, и в том числе и сегодня, верующие, присутствующие здесь, станут причастниками тела и крови Христовых за Божественной литургией, которая является вхождением в опыт вот этой Тайной Вечери. А вот Чистый четверг, он ведь назван не случайно. Здесь речь еще идет и об омовении ног. И многие считают, что это Иисусу Христу омывали ноги. На самом-то деле это Он омывал ноги на своим самом деле, ученикам. вот Он как раз, показывая свое великое смирение, совершил на этой вечере омовение ног своих учеников. И вот буквально позавчера, во время богослужения Великого Четверга, здесь же, в Казанском соборе, также за литургией Великого Четверга совершался этот чин, который также совершал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, умывая ноги 12 священникам, изображающим 12 апостолов. Вечером Великого Четверга совершается уже богослужение, посвященное непосредственно страстям Христовым. Это так называемое утреннее 12 Евангелий. Название немного иногда обескураживает, поскольку каждый знает, что Евангелий 4, но здесь имеется в виду 12 евангельских отрывков, повествующих о крестных страданиях Спасителя, начиная с предательства его Иудой и заканчивая его смертью на кресте и погребением во гробе, в том гробе, который сохранился в Иерусалиме и является центральной святыней храма Воскресения Христова в этом городе. Ну, раз уж мы дошли до четверга, то теперь нужно сказать и о пятнице, о самом страшном дне. Самый, наверное, скорбный день церковного года, день самого строгого поста, в который верующим рекомендуется на протяжении всего дня полное воздержание от пищи, от питья. Это самый, наверное, действительно скорбный день, то есть день, который невозможно до конца постичь человеческим умом. Это день, когда мы говорим о смерти Бога, если
мы говорим о том, что Христос — это Бог и человек. Конечно, Он умирает как человек, но поскольку с Его человечеством неразрывно соединено божество, то это день, когда фактически совершается одно из величайших преступлений в истории человечества, когда человек пытается убить Бога. Да, мы видим, что произошло воскресение из мертвых, что смерть не властна над Сыном Божьим, но тем не менее это преступление от этого не становится меньше. Да, то есть та крайняя степень отвержения человечеством Бога, которая началась с момента грехопадения людей, когда они избрали вместо того, чтобы быть в послушании у Бога, вместо того, чтобы быть в исполнении Его заповедей, послушав искусителя змея, решили, что они сами и без Бога могут стать богами, да, как Он им посоветовал, что вкусите от этих плодов и сами станете как боги. Вот это отступление начинается в эти минуты выбора человеком следования не воли Божьей, а следования каким-то своим греховным страстям. И вот доходит, наверное, до своей кульминации как раз в этом акте убиения, предания на смерть Сына Божия. Но тем не менее, как ни парадоксально, но это же становится и искуплением человечества. От Его крестная жертва, принесенная за спасение человека, становится тем шансом, который Господь предлагает каждому соединиться с Ним в этом воскресенье, вместе с Ним шагнуть в вечную жизнь. В жизнь, свободную от рабства греху, от рабства смерти, от рабства врагу, спасения человека дьяволу. Так, пасхальный канон завершился, прозвучали все 9 песней пасхального канона. Сейчас мы слышим так называемый эксапостиларий, песнопение, которое поется после последней 9-й песни канона. Это одно из, наверное, и, пожалуй, даже единственное пасхальное песнопение, которое традиционно поется в таких немножко минорных тонах. «Плотью уснув, как смертный, Царю и Господи, из мертвых Ты воскрес, Адама воздвигнув от тли и упразднив смерть, Пасха нетления, мира спасения». Как и многие песнопения, это песнопение повторяется трижды. Вот мы слышали сначала его в исполнении духовенства, затем в исполнении мужского хора, сейчас в исполнении смешанного хора. Канон, как центральная часть утренней, уже прошел. Сейчас начнется последняя, заключительная часть утренней, пение пасхальных стихир, и постепенно мы приближаемся к окончанию утренней и к началу божественной литургии. Так, началось пение пасхальных стихир, еще одни очень известные тексты пасхальные, которые также поются со стихами из 67-го псалма «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его». И вот звучат эти замечательные слова. Пасха отверзает нам райские двери и освящает всех верных, утверждает Церковь, провозглашая эти песнопения.
Пение стихир совершается попеременно хором и духовенством. Как видим, к этому пению присоединяются и многие молящиеся в храме, поскольку тексты пасхальных песнопений очень хорошо известны многим верующим. В предпоследней пасхальной стихире звучит вот эта фраза «дать словосочетание Пасха красная», как раз то, что стало основой для традиции совершать пасхальные богослужения именно в красных ризах. Хотя, конечно, эта традиция не является повсеместной. Например, во многих зарубежных епархиях Русской Церкви сохраняется дореволюционная традиция, когда пасхальные богослужения совершались преимущественно в белых ризах, в ризах, символизирующих свет, символизирующих того ангела, которого встретили жены мироносицы на опустевшем гробе Спасителя. Но к настоящему времени, во всяком случае в российских епархиях, все больше укореняется традиция совершения пасхальных богослужений в ризах красных. Но белый цвет тоже присутствует, как раз вот в богослужении Великой Субботы совершались в белых ризах, и сегодня мы их тоже немного застали в самом начале, когда шла пасхальная полуночница. Перед тем, как плащаница была внесена в алтарь, мы видели духовенство именно в белых ризах. И вот сегодня днем совершалась литургия Великой Субботы. Литургия Великой Субботы фактически открывает с собой празднование Пасхи. Это первая литургия именно, собственно, пасхального цикла, за которой существует очень красивый, очень трогательный и наполненный глубоким смыслом обычай, когда во время богослужения совершается переоблачение духовенства из черных риз в белые. То есть эта литургия начинается в черных ризах, в тех деяниях, в которых совершалась большая часть богослужений Страстной Седмицы, особенно службы Страстной Пятницы. И вот, начавшиеся в черных ризах, перед Евангелием, перед тем Евангелием, которое мы прочитали сегодня, в начале нашего эфира, произошло переоблачение в белые ризы. Святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского Златоустова, слово огласительное во святый и светоносный день звучит одна из самых известных в истории христианской церкви проповедей о Пасхе, слово Иоанна Златоуста. Напомним, что Иоанн Златоуст, отец церкви, живший в конце IV, в начале V века, проповедник из византийского города Антиохии, на территории нынешней Турции, хотя в тот период он считался главным городом именно провинции Сирия. Оттуда он, как знаменитый проповедник, был приглашен, чтобы занять столичную патриаршую кафедру, кафедру архиепископа Константинополя. Однако его проповедническая деятельность обратилась во многом против сильных мира сего, против их злоупотреблений, в результате чего он оказался в опале, в конце концов был осужден, изгнан, умер в изгнании на территории нынешней Абхазии, однако со временем был признан именно выдающимся не только проповедником, но и отцом церкви, одним из выдающихся святителей, как их именует церковная традиция, вселенских великих учителей и святителей, наряду с Василием Великим и Григорием Богословом, почитается одним из трех величайших отцов церкви. Именно ему принадлежит вот это пасхальное слово, которое сейчас читается в храме. Господа своего, и первые, и вторые мзду приимите, богатые и убогие, друг со другом ликуйте, воздержанницы и ленивые, день почтите, постившиеся и не постившиеся. Мы слышим замечательные слова этого учителя благочестия, который приглашает к празднованию Пасхи всех, и тех, кто постился, и тех, кто не постился, и тех, кто много потрудился, и тех, кого можно было бы назвать ленивыми, наверное, в духовном плане ленивые, но тем не менее все приглашаются сегодня к празднованию Пасхи, к тому, чтобы не было разделений на достойных и недостойных, плохих и хороших, но чтобы все соединились в этом общем торжественном ликовании. «Угасию, иже от нея держимый, плени ада сошедой во ад, огорчи его, вкусивши плоти его, и сие предприемый Исаия возопи, ад глаголет, огорчися, среть эти доли,
огорчися, ибо упразднися. Напомним, что воскресению Христа из мертвых предшествовало его сошествие в ад. Как носитель полноты человеческой природы, он повинуется закону, установленному для человечества после грехопадения, что всякий умерший человек направляется вот в эту мрачную адовую темницу. Но поскольку вместе с этим человечеством во Христе соединено божество, то ад не может удержать его, разрушается его власть, и из ада выходит не только воскресший Христос, но выводит за собой всех тех праведников, всех тех, кто верил в грядущего Спасителя, тех, кто захотел выйти вместе с Ним в вечную жизнь. И жизнь жительствует. С этого момента власть ада уже не является безусловной. Уже человек может миновать эту власть, если он, соединившись со Христом, через веру в Него, через исполнение Его заповедей, достигает того спасения, ради которого была принесена крестная жертва и состоялось воскресение Христа из мертвых. Христос воскресен! Праздником всех вас поздравляю! Вообще, на пасхальном богослужении максимум молитвенных текстах обращен именно ко Христу. То есть минимизируется песнопение, обращение ко святым, но для Иоанна Златоуста делается исключение ради его высокого слова. Сейчас мы слышим тропарь, обращенный к самому Иоанну Златоусту, прославляющий его подвиги, его благочестие и призывающий его молитвы, его молитвенные ходатайства за верующих. Видим такой момент, как раздача пасхальных яиц. Яйцо действительно является, наверное, одним из важных таких символов Пасхи. Многие люди, даже не принадлежащие к христианской церкви, тем не менее, к этой традиции, наверное, относятся с особым таким теплом. И даже те, кто, может быть, не разделяет христианских убеждений, очень многие в эти дни красят яйца или каким-то другим образом их украшают, обмениваются этими яйцами. Существует церковное предание о том, что эта традиция возникла уже во времена апостолов, в частности, ученица Христова Мария Магдалина, одна из свидетельниц воскресения Христова, во время своей проповеди оказалась при дворе римского императора Тиберия, которому она также возвестила весть о воскресении Спасителя, поприветствовав его словами «Христос воскресе». И поскольку она по бедности не имела ничего, что могла бы подарить императору, она подарила ему простое белое куриное яйцо, на что император ответил, что ее слова являются чем-то странным, никто не может воскреснуть из мертвых, так же, как это белое яйцо не может внезапно стать красным. И вот на глазах изумленных людей яйцо в этот момент покраснело. Вот это сказание, это предание служит одним из оснований к этой многовековой традиции, распространенной, наверное, почти у всех народов на земле, красить пасхальные яйца. Ну, легенд на самом деле существует гораздо больше, их прям несколько, обо всех говорить не будем, но вот еще одна есть такая, что когда Иисус Христос был маленьким, и его мать Мария, она специально красила яйца для того, чтобы он мог ими играть. Вот тоже такая легенда, очень нежная и трогательная. А на самом деле ведь яйцо, оно же не просто вот красное яйцо праздничное, оно же, это же символ. Да, это символ жизни, ведь яйцо все-таки связано именно с рождением новой жизни, и поэтому то, что мы сегодня прославляем, начало нового бытия человечества, человечества, освобожденного от власти смерти, от власти греха, от власти ада, как раз вот это яйцо, как начало такой новой природы в мире живого, к которому принадлежит и человек, это, конечно, тоже очень важный, очень значимый символ. Мы слышим продолжение пения пасхального тропаря, который поется на особый напев. Вообще пасхальные песнопения стали источником вдохновения для многих композиторов, которые писали свои мелодии для исполнения на них пасхальных песнопений. Поэтому они поются не только на традиционные церковные напевы или так называемые глассы, но и на авторскую музыку разных композиторов. Звучат заключительные ектении утренние, богослужения утренние, или как в народе называют заутренние, подходят к концу, скоро начнется божественная литургия.
Почему в народе называют заутренне? Ну, это просто, наверное, устаревшее название, особенно как бы восходящее к понятию, скажем так, за утро, то есть за утро, ну, по-славянски, это как бы предшествие утра, то есть утреннее, как бы это богослужение, которое в древности совершалось, и вот сейчас мы видим, да, в пасхальную ночь совершается не совсем утром, она как бы предшествует утру, то есть она не начинается утром, она завершается утром, да, то есть она предшествует рассвету, и поэтому вот этот заутренний час, предрассветный час как раз становится источником для названия этого богослужения. О всяком благочестии и чистоте. Еще молимся о братьях наших, о блаженных и преснопамятных создателях святые обители. Так диаконы возглашают прошение Ектении. Мы видим, что при каждом прошении они поднимают вверх такую широкую ленту, возложенную на их плечи. Это так называемый арари, что обращает нас к латинскому глаголу «орare» — «молиться». То есть эти ленты, они как бы служат таким указателем для молитв. Это одна из древнейших деталей диаконского облачения, известная уже в первые века христианства. Как раз вот эта широкая лента, носимая на плече диаконами, служит особым отличительным знаком диаконов. И при произнесении тех или иных прошений они поднимают ее кверху, призывая тем самым молящихся к совершению молитвы о том, о чем они в этот момент возглашают. Яко милостивый человеколюбец Бог еси, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Так, завершилась так называемая сугубая Ектения, то есть как бы двойная, удвоенная, усиленная молитва, и звучит последняя Ектения утренняя, Ектения просительная. В рамках этой Ектении мы и спрашиваем у Бога те или иные милости для нас грешных. Мы просим себе дня мирного и безгрешного. Просим для себя ангела мирного, верного наставника и хранителя, а также прощения и оставления наших грехов. Всего доброго и полезного для наших душ, а также возможности, прочие оставшееся для нас время нашей жизни, окончить в смирении и в покаянии. Просим для себя также христианской мирной кончины нашей жизни. И как и многие Ектении, она завершается прославлением Богородицы, воспомянув Пресвятую и Пречистую, преблагословенную Владычицу нашу Богородицу со всеми святыми, после этого сами себя, друг друга и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Яко Бог милости, щедроты, человеколюбие еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Звучит одно из древнейших приветствий. Мир всем, пожелание мира, важнейшее благословение, которое преподает предстоятель, возглавляющий богослужение за каждым богослужением, за утренней, за вечерней и особенно за литургией. Христос, Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Вновь звучит пасхальный тропарь, который предшествует отпусту утренний. Отпуст, напомним, это краткое молитвенное благословение в конце того или иного богослужения. Заканчивается богослужение утреннее, звучит ее отпуст. Смертью и смерть по правой, и сущим во гробе живот даровавый истинный Бог наш. Молитвами Пречистая Своей Матери и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человека любец. Христос воскресе!
Отпуск утренний также завершается христосванием с молящимися. Итак, духовенство готовится к совершению божественной литургии. Итак, мы слышим, как протодиакон, старший диакон, и спрашивает благословение возглавляющего службу митрополита на совершение божественной литургии. Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Итак, прозвучал начальный возглас божественной литургии. Началась божественная литургия, самое главное богослужение православной церкви, ну и, соответственно, самое главное богослужение сегодняшнего дня. В отличие от других служб суточного круга, литургия – это не просто совместная молитва, прославляющая данный день, данный праздник, но это именно то богослужение, за которым совершается величайшее таинство Церкви, таинство приложения хлеба и вина в тело и кровь Христовы, причащение их ими верующих, через что каждый соединяется с Христом, то есть имеет возможность не только обратиться к Богу, но и принять Его внутрь себя через святые тайны. Божественная литургия также начинается в эти дни особым пасхальным началом, то есть после традиционного возгласа, с которого начинается любая литургия, «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков». После этого звучит пасхальное песнопение, звучит пасхальный тропарь, и совершается хождение на 4 стороны света с пением тех же самых стихов из псалма «Да воскреснет Бог». Вообще, по сравнению с другими богослужениями, литургия, наверное, в наименьшей степени подвержена изменениям в зависимости от дня. То есть на ней поется один и тот же почти набор песнопений, звучат одни и те же молитвы, в зависимости от типа литургии, в основном совершаются литургии, редактура которых принадлежит как раз упоминавшемуся сегодня отцу церкви Иоанна Златоуста. Вот сейчас как раз служится литургия Иоанна Златоуста. В некоторые дни церковного года служится также литургия святителя Василия Великого. Но, конечно, отдельные праздничные вкрапления есть и в ней, то есть в этом богослужении.
Вновь звучит мирная ектенья, та же самая, которую мы с вами слышали в начале утренней. Такая же ектенья будет звучать и в начале вечерней. То есть вечерняя, утренняя и литургия, как три важнейшие службы, начинаются с мирной ектеньи. И вот эта традиция песнопения на разных языках присутствует в эту пасхальную ночь, на этой пасхальной литургии. И здесь, сейчас, на каждое прошение диакона хор отвечает «Господи, помилуй», но на разных языках. Вот после прошлого звучало «Домине мизерере» на латинском языке, сейчас песнопение прозвучало на иврите. Святые обители сия, Господу помолимся. Братья всем, и святей обители сей, всяком граде, стране, и верою живущих в них, Господу помолимся. Среди песнопений этого дня звучат песнопения и на языках нашего региона, в частности на кряшенском языке. И вот прошлое прошение завершилось пением «Эй, ходай, жерлака», «Господи, помилуй» на кряшенском языке. Господу помолимся. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды. Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Мирная ектенья завершается прошением ко Господу: «Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью». И вновь, призвав нас помянуть Богородицу вместе со всеми святыми, мы призываемся к тому, чтобы всю свою жизнь предать Христу Богу. «Тебе, Господи», — отвечает хор и народ. Начинается пение первого антифона. На литургии поются 3 антифона. Первый сейчас будет петься. В это время возглавляющий богослужение митрополит Кирилл совершает омовение рук, приступая к совершению божественной литургии. Напомним, что несмотря на все, наверное, особо возвышенные смыслы литургии, это трапеза, да, то есть это совместное вкушение пищи. В данном случае в пищу Господь нам предлагает свои плоть и кровь. Поэтому, естественно, как и перед любым вкушением пищи, совершается умовение рук, умывается лицо, что возвращает нас к заповедям Ветхого закона, закона Моисеева. Неумытыми руками недопустимо есть хлеб. Снова и снова помолиться в мире призывает нас Церковь устами диакона, и нас ожидает второй антифон литургии. Напомним, что антифоны по-гречески означают противозвучие, то есть анти – это против, напротив, фон – это звук. В чем смысл этого названия? Антифон – это одна из древнейших форм песнопения, когда народ, разделившись на 2 хора, пели песнопение попеременно, как бы отвечая друг другу с правой и с левой стороны, тем самым образуя такое вот противозвучание, антифонное пение, пение напротив.
Итак, началось пение второго антифона. Если первый пелся с припевом «Молитвами Богородицы, спаси, спаси нас», то второй антифон непосредственно подводит нас к теме сегодняшнего дня. «Спаси нас, Сыне Божий, воскресший из мертвых, воспевающих Тебе